Еще недавно в сетях здесь было такое низкое напряжение, что лампочки светили в пол накала, а холодильники и стиральные машины могли выйти из строя. Теперь же энергетики установили новые железобетонные столбы и протянули около 500 метров более мощного электропровода. Уже вопрос, провод проложить бяптон, бай адиратон. Вопрос, со вопрос, решить, но то, что ханы жужжит, что то перепады шамар лахти только. Да, вот уже света бай адират, хоз бол хадик хабят, провод аж блабликор, бол дик хабят. В настоящее время проводятся работы по установке трансформатора по улице Ингушская для усиления напряжения в сети. Полное завершение начатых работ планируется до конца первого квартала 2026 года. Данный вопрос находится на контроле Управления по рассмотрению обращений граждан, администрации главы и правительства Республики Ингушетия. Вопрос двинулся с мертвой точки после обращения напрямую к главе субъекта. Во время прямой линии с Махмудом Али Калиматовым в декабре прошлого года Ваха Балкоев рассказал в наш телеэфир о проблеме с низким напряжением в сети. Главой Республики Ингушетия обращение Балкоева Вахи Хасановича было направлено для исполнения в администрацию Малгобекского муниципального района, а также в адрес Ингушэнерго. О том, что именно уже сделали для решения проблемы с электроснабжением, нам рассказал глава местной администрации Юсуп Костоев. Он лично курирует работы на месте. 18 столбов мы установили и натянули провод СИП-435, самый мощный трансформатор. Это СИП. По этой улице вообще не было света, как не было. Натянут там провода, деревянные, там всякие эти столбы стояли. Сейчас идеально сделали, по смете сделали так. Прямая линия 2024 года показала, что многие жители региона страдают от нестабильной электроэнергии, в связи с чем глава региона решил не только проблему одной улицы, а ввел два проекта по комплексному улучшению коммунальной системы всего региона. В 2023 году главой республики достигнуто соглашение с руководством компании ПАО «Россети». Благодаря достигнутым договоренностям республики на период 2024-2026 года выделены денежные средства в размере более 2 миллиардов рублей на модернизацию всего электросетевого комплекса. В последующем, благодаря вот этим договоренностям, подобных проблем в нашем регионе будет все меньше и меньше. До конца 2025 года все электросетевое имущество необходимо передать системообразующей территориальной сетевой организации, которая будет являться единым поставщиком Центра надежного обеспечения качественным электроснабжением жителей Республики Ингушетия. После передачи всего этого имущества в собственность, не собственность, а в арендное пользование на 3 года, на данный момент определено как пилотная программа, все вот это имущество будет передано, и в последующем вот этих вот проблем с перебоями, с ненадежным электроснабжением будет все реже на территории Республики Ингушетия. Как мы видим, механизм обратной связи от жителей к власти работает. Один прямой эфир и проблема, которая годами не находила решения, сдвинулась с мертвой точки. Специалисты уже выполнили основной объем монтажных работ. Это значит, что совсем скоро в розетках на улице Ингушская будет стабильное напряжение, а в домах наконец-то появится привычный для многих комфорт. Адам Гулов, Сулейман Костоев, Магаз 24.